Друзья из разных стран просят, чтобы я говорил про войну в Украине. Я им отказываю и не хочу об этом говорить. Потом как-нибудь поговорю. Я не считаю себя экспертом по этим делам и так далее. Я смотрю, слежу, анализирую и так далее. И с некоторыми друзьями обсуждаю какие-то вещи, но э, выступления с анализом и так далее, с моей стороны было бы очень нескромно, потому что я думаю, что там очень солидные эксперты говорят обо всем и так далее. Там есть какая-то часть, моя тема в этой войне, в этих отношениях, но это не теперешняя тема. Поговорим об этом потом. И это не так важно сейчас и актуально. Но я хотел поговорить о чеченцах, потому что мне очень больно видеть, как унижают и оскорбляют чеченцев. И молодому поколению в Украине и в других странах, которые не знают историю, а политикой я занимаюсь лет 30 и слежу, и я свидетель очень многих событий, и в частности чеченских событий, в 90-х особенно. И война сегодня в Украине стала возможной, это очень важная мысль, обратите на это внимание. Потому что в свое время этого людоеда, чекиста Путина, не остановили, когда он совершил геноцид над чеченским народом. Всем миром промолчали перед нашими глазами, уничтожили народ. Это настоящий геноцид, то, что сделали в Чечне с чеченцами, и то, что сейчас Чечня в таком состоянии с Кадыровым и с бойцами, которые грозят, что поедут в Украину воевать, это последствия этого геноцида и всемирного бесстыдного молчания, умалчивания факта геноцида этого доблестного народа, малочисленного народа, который тряс Россию в двух войнах, и никто им не помогал, и все им мешали, и ненависть и неприязнь к исламу дошла до такого уровня в то время, когда Путин пошел убивать чеченцев, что очень многие даже радовались, совершенно не зная этот прекрасный народ, радовались, что христианская Россия убивает мусульман чеченцев. То, что я говорю, мы все промолчали, это не значит, что все люди промолчали. Мы промолчали как нации, как народы, как страны, как мир. И, ну, конечно, были честные люди во всех практически народах, которые об этом говорили. Просто тема была не актуальна и не интересна ни для кого, и эти люди просто их осуждения и так далее стали глазом вопиющего в пустыне. То есть никто не обращал внимания, даже я осудил геноцид сразу чеченцев и распространил, я написал пару статей об этом и в Штатах, и в Европе, и там, сям, и по-армянски писал и так далее. И понимания особенно не нашел. То есть я утешил себя, что совесть у меня чиста, потому что я осудил геноцид чеченцев, и я помогал чеченцам во время войны. Об этом я тоже поговорю потом, иначе и так далее. Но я свидетельствую о геноциде опять, и хочу обратить ваше внимание на то, опять повторяюсь, что если бы мы были людьми, я имею в виду народы, не эти индивиды, несколько, которые со всех практически народов говорили об этом, а мы как нации, как народы, как государство, как мировое сообщество, осудили бы геноцид чеченцев в 90-х,
и осудили бы каннибала, то очень много войн и очень много крови не пролилось бы. И сегодня не бомбили бы Украину, я уверен в этом. Он пошел бы еще тогда, Россия была слабая, он был слаб, его за ухо могли бы потащить на международный суд, осудить и посадить до конца жизни. Не сделали. Чекист всех сделал с собой преступниками, потому что свидетельствовать преступление и молчать тоже преступление. Он профессионально сшил дело на всех. Все, кто молчали, стали соучастниками геноцида. Это страшная вещь. Молчать о геноциде – это значит стать соучастником этого геноцида. И весь мир стал соучастником этого геноцида из-за идиотской неприязни и ненависти, слепой, тупой ненависти к мусульманам, во-первых, и к чеченцам из-за того, что они мусульмане. Сегодня что надо делать с чеченцами? Во-первых, надо их обнять. Надо попросить у них прощения, что мы всем миром промолчали их геноцид. Надо понимать, что эти ребята, молодые ребята, которые сегодня армия Кадырова, это дети тех чеченцев, кого Путин убил более 100 тысяч, я цифр не знаю, но сумасшедшие цифры говорили, и очень много писалось об этом и так далее, и промолчали. Это их дети. После того, как осуществляют геноцид над народом, это классика. Детей, которые, сирот, которые остались, делают янычарами. И они не виноваты, что их промыли. Никто не помогал им, никто их не защищал от этого людоеда. И они с них сделали янычаров. Это последнее дело винить сейчас этих тогдашних детей за то, что они прожили в концлагере, в ужасе, в страхе. И сегодня собрались там таким количеством, которое показывают, что сейчас пойдут воевать в Украину. Украинцев, наверное, сегодня не хватит энергии и нервов, чтобы решать этот вопрос. Но всем миром сегодня, вместо того, чтобы еще один виток ненависти к чеченцам развить, надо их обнять, надо попросить прощения у них, надо говорить им, что пацаны, извините нас, мы ошиблись тогда, не идите воевать в Украину. Если идите, просто переходите на сторону украинцев, родные мои. Вы сыновья доблестного народа. Лучшего народа, который я вообще когда видел, потому что я ни в ком не видел такого комплекса моральных установок, по которым этот народ жил, согласно моральных ценностей, такую благородность, такую честность, которую я видел в чеченах до 90-х и в 90-х. Я просто другого народа. Ну, конечно, ингуши, но тогда ингуши и чечены практически были одним народом. Это прекрасные люди, родные мои. Отнеситесь к ним с пониманием. В тот день, когда убили Ахмата, сына, отца Кадырова, через там, я не знаю, 5 или 10 лет показали, что сын рядом с Путиным в спортивной, даже не успели переодеть в нормальную одежду, в спортивной одежде, стоял рядом, и его проклинали за то, что отца убили, он сотрудничает. И никто не подумал, что согласно классике империи, перед тем, как убивают лидера какой-то страны, или там что-то делают, их детей берут заложниками. Никто не подумал, что этот молодой пацан тогдашний, Кадыров, это всего лишь заложник Путина. Как его
переработали, обработали, отправили в Чечню. Вы просто как люди подумайте, а какой был выход у этого молодого пацана в то время? И подумайте о тех детях, которые сегодня стали вот этими чеченскими вояками. Какой был у них выход? Их надо реабилитировать, им надо помочь, им надо создавать условия всем миром, чтобы они могли уйти от этого людоеда. И вместо зла надо к ним идти с уважением, с почетом и с извинениями. Чего я делаю сейчас, дорогие мои, родные мои чеченцы? Вы не вояки Путина, вы не пехота Путина, вы доблестные сыновья ваших предков, кого убил этот педораст и вас сделал своими рабами. Да-то в той степени, что ваш лидер сегодня говорит, что он пехотинец Путина, и вы пехотинцы. То есть вы рабы Путина. Это не так. Это не так. Я как писатель, как общественный деятель, я писал очень много о чеченцах, о геноциде чеченцах. И я буду это делать, я делаю это сейчас. И я хочу, чтобы каким-то чудом вы поняли, куда вас ведут этот третий виток геноцида Чечни. Всем чеченцам во всем мире, родные мои, извините, что я не смог. Мои друзья, мои близкие, которые осуждали геноцид чеченцев, мы не смогли довести, не было таких сил. Страшная ненависть была против ислама тогда, и просто никуда не могли достучаться, а сионисты всех мастей во всех местах просто занимались этим с утра до вечера, чтобы эскалировать эту ненависть против ислама. Их тоже можно понимать, травмы старые и так далее, но ошибка. Ошибка, еще одна ошибка это. И вот мы имеем то, что имеем, и проклинаем и осуждаем народ, который мы всем миром дали на истязание. Если у украинцев хватит сегодня духовности, чего может и не хватить из-за войны, конечно, сейчас там Чечня. Но если там хватит мудрости и терпения в очень трудной ситуации, поговорите с чеченцами, поговорите как с людьми и тащите их на свою сторону. Просто если доведете до чеченцев, до этих молодых людей, что вы знаете, что вы не забыли, что вы осуждаете геноцид чеченцев, то вы можете их просто притянуть к себе, в свою сторону, и они достойны этого. Этот народ не должен больше страдать. Они жили, вы представляете, в какой ситуации они жили последние 25 лет. Я прошу вас, не путайте этих людей с путиновцами, с Путиным и с его чекистской бригадой. Нет, это не те люди, это жертвы. И я надеюсь, что и украинцы, и другие все народы это поймут, вспомнят и дадут возможность, создадут возможности для того, чтобы чеченцы вышли с третьего витка геноцида. Этот народ достоин уважения, этот народ достоин того, чтобы все осознали свою ошибку перед ними и занимались их реабилитацией. Дорогие чечены, родные мои, у меня всегда есть солидарность с вами. Я не знаю, что я могу сделать больше для вас. Я писатель в изгнании. Но свяжитесь со мной, родные мои. Если я что-то могу сделать и не догадываюсь, чтобы Чечня не попала опять в ад, в третий виток этого ада, я сделаю все, что могу. Может, не догадываюсь, дайте мне знать. И всем остальным по всему миру любите чеченцев. Примите их. Обнимите их. Говорите им, что вы помните, что с ними сделал Путин.
и почему они сегодня в этом состоянии, и что у вас есть глубокое понимание того состояния, в котором сейчас эта страна и этот народ находится. Всего вам хорошего.